Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кшара. 9 мая в Абхазии, как и во многих странах мира, отметили День Победы в Великой Отечественной войне. Ровно 80 лет назад завершилась самая кровопролитная в истории война, которая унесла много миллионов жизней. Из более чем 55 тысяч воевавших сыновей и дочерей Абхазии 17,5 тысяч человек не вернулись домой. 23 уроженца Абхазии удостоены высокого звания Герой Советского Союза, 3 кавалеры всех орденов славы. Сегодня в Абхазии в живых остались всего 12 ветеранов той страшной войны. С 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне народ Абхазии поздравил президент Бадра Гунба. Мы гордимся, что 23 жителя Абхазии были удостоены звания Героя Советского Союза, а 3 стали полными кавалерами орденов славы. Это не просто награды, это свидетельство их безграничной отваги. Дорогие ветераны, ваша жизнь – это живая история, написанная в годы тяжелейших испытаний. Ваш подвиг был примером для ваших же детей и внуков, которым через десятилетия пришлось защищать Абхазию от грузинской агрессии, говорится в поздравлении главы государства. Бадра Гунба пожелал ветеранам крепкого здоровья, душевного тепла и благополучия, а абхазскому народу мира, согласия и благоденствия. По всей стране прошли памятные и праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В столице они начались в 10 утра с возложения цветов к памятнику неизвестному солдату и митинга. Здесь же была организована полевая кухня. Репортаж Алики Трапш. 80 лет прошло со дня Великой Победы. Этот юбилей напоминает о величайшем подвиге советских солдат и миллионов граждан, которые ценой неимоверных жертв отстояли мир на всей земле. В Сухуми задолго до начала торжественных мероприятий у памятнику неизвестному солдату стали собираться люди. Здесь нет безразличных и безучастных. Всех связывает общая история. История Великой Отечественной войны. День Победы 9 мая поистине является семейным праздником. Многих ветеранов уже нет в живых. И в память об их подвиге люди семьями приходят к памятнику неизвестному солдату, где захоронены останки советских воинов-защитников Кавказа, и возлагают цветы. Вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты парламента, члены правительства, военнослужащие, общественность, школьники. В этот день вся страна склоняет головы перед подвигом солдат Великой Отечественной войны, перед героизмом и самоотверженностью советского народа. Минута молчания в память о погибших открыла торжественный митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. С Днем Победы ветеранов и всех присутствующих поздравил вице-президент Беслан Бигвава. Этот священный праздник – символ стойкости, мужества, силы духа и безграничной любви к своей родине. Подвиги ветеранов, наших дедушек и бабушек, отцов и матерей навсегда останутся в наших сердцах как пример истинного героизма и самоотверженности. Вы пережили невероятное. Многие не вернулись с полей сражений. И ценой своей жизни наши герои отстояли свободу. Подарили нам само право на жизнь. Мужество и героизм наших ветеранов стал примером, как нужно любить и защищать свою родину. В этот праздничный день я хочу пожелать всем народам мира, чистого неба, ясного солнца, чтобы никогда не звучали выстрелы, чтобы могли воспитывать своих детей, строить свое будущее. С праздником вас! С Днем Победы! Чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин также поздравил народ Абхазии с праздником Победы, отметив, что против советского народа боролись не только Германия, но и многие страны Европы. На фронтах Отечественной войны против нас сражались французы, испанцы, голландцы, датчане, финны, шведы, всех не перечислишь. И сейчас эти страны, забыв уроки Великой Победы, вновь
ставит перед собой цель нанесения стратегического поражения нашей стране. Как и тогда, мы говорим, наше дело право, враг будет разбит, победа будет за нами. Поздравляю всех с 80-й годовщиной Великой Победы. Многочисленные поздравления и слова благодарности в этот день звучат в адрес ветеранов, переполняют чувство гордости за тех, кто каждый клочок земли отвоевывал ради мира и процветания на всей планете. Мы склоняем головы перед светлой памятью павших. Подвиг навсегда останется в наших сердцах и будет примером беззаветной любви к отчизне. Памяти павших будем достойны. Низкий поклон всем ветеранам за их героизм, самоотверженность и нескрываемую волю к победе. Они – живая легенда и гордость нашей страны. С каждым годом все меньше и меньше остается участников и свидетелей этих страшных событий, кто вел ожесточенную борьбу с фашистами, кто воевал на полях сражений, кто в тылу, не покладая рук, трудился на благо Родины, приближая великую победу. 80 лет отделяет нынешнее поколение от той страшной войны. Наша задача – чтить память о защитниках Родины и воспитывать следующие поколения в духе уважения к своей истории. Ежегодно в этот день Министерство обороны Республики для ветеранов и гостей праздничного мероприятия организовывает военно-полевую кухню. Большое количество людей приходит сюда, чтобы отведать кашу, приготовленную в полевых условиях, и выпить армейский чай. И, конечно же, праздник не обходится без фронтовых 100 граммов. Всюду царит атмосфера праздника Великой Победы. Аля Катрапш, Константин Парулова, Нарсоу Цулукия, Абхазское телевидение. Владимир Путин поздравил Бадру Гунба с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Граждане России и Абхазии свято чтут память отцов и дедов, воинов, фронтовиков и тружеников тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм. Уверен, что завещанные ими добрые традиции братской дружбы и взаимопомощи будут и впредь способствовать развитию отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, говорится в тексте поздравления. Конечно же, внимание всего мира 9 мая было приковано к Москве, где прошел военный парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. На параде присутствовали лидеры почти 30 государств, в том числе Китая, Бразилии, Венесуэлы, Словакии и Сербии. Президенты Абхазии Бадра Гунба и его супруга, а также среди почетных гостей. В параде по Красной площади прошли парадные расчеты из 13 стран – Китая, Вьетнама, Египта, Монголии и Мьянмы. Журналисты из разных стран освещали это грандиозное событие. В их числе и наши коллеги Анна Лагвилава и Джамбул Чхапелия. Находимся в центре событий. В здании Манежа идет прямая трансляция Парада Победы, знаменательного события для бывших республик Советского Союза. Для нас, для Абхазии и абхазского народа, этот праздник несет в себе особые воспоминания. 55 тысяч человек. Столько участников войны из Абхазии бесстрашно боролись против смертоносного немецкого фашизма. С 4 по 19 июля 1941 года в военкоматы Абхазии поступило около 5000 заявлений с просьбами отправиться на фронт добровольно, в том числе и от девушек. Из 55 тысяч 17 тысяч человек не вернулись с полей сражений. Для немногочисленного абхазского народа эти цифры значительны. Пронизывающая боль, не поглощенная годами. Это тоска по без вести пропавшим. Татьяна Нагорная – автор проекта «Особый мир». Она поделилась своими воспоминаниями о периоде Великой Отечественной войны и раскрыла цель своего проекта. Сейчас важно, чтобы мы могли проложить такой путь воссоединения сейчас стран и народов. Я хочу, чтобы наши люди были свободны. Со 2 мая мы открываем и соединяем территории. Это будет в Абхазии, да? Это будет Абхазия, да, то есть это первый человек, который, вот вы, так не случайно, да, то есть мы в Абхазии. Это судьба. Да, вот, и мы там воеваем территорию, и задача была сейчас проложить путь. Вот все, кто будут участвовать в этом проекте, где они родились, где их родина, будет прокладываться новая карта. Парад Победы посетили лидеры 27 государств, в их числе президент Абхазии Бадра Гунба. Первый кортеж – это флаг Абхазии. Огромное количество иностранных гостей сегодня говорит лишь об одном. Мир снова объединяется против возрождения фашизма. И в этом объединении, безусловно, сила.
Иностранные гости заезжали через Боровицкую башню, ну а прямо сейчас кортеж подъезжает к арке парадного фасада Сенатского дворца. Она ведет во внутренний двор Сената. И уже оттуда можно попасть в парадный холл. Итак, на ваших экранах президент Абхазии Бадра Мумба. Его приветствует комендант Кремля Сергей Вдовенко. С трепещущими сердцами понаблюдаем за торжеством. Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Великой Победы! Ура! Возвращаясь к историческим событиям, следует отметить вклад каждого в победу. Насколько самоотверженно шли в бой наши соотечественники, говорят архивы Министерства обороны. Благодаря информационным порталам многие находят своих дедов и прадедов, узнают, через какой боевой путь они прошли. С особой гордостью я могу подчеркнуть, что среди этих бесстрашных воинов, приближавших победу, был и мой дед Джоджо Лагулаа. Ему было 19 лет, меньше, чем мне сейчас. Дед воевал в составе степной дивизии, а День Победы встретил в городе Кракове, Польша. Сражения на горных перевалах Абхазии, кровопролитные эпизоды Великой Отечественной войны. Настойчивые попытки немецких войск проникнуть вглубь республики оказались тщетными. Противник не смог занять города Абхазии. Я испытываю радость и гордость за то, что я родилась в этой стране. Гордость за нашу молодежь. Несмотря ни на что, воссоединяются все люди всей планеты. Это все посольства мира, это все люди, которые шли, да, то есть Крым мы возвращали. Вот. Счастье Великой Победы сегодня на Красной площади ощущается так же, как 80 лет назад. И съемочная группа ГТРК является частью этой большой радости. Хабдуца хараяхаштум гумшера шугвагра ария яйра яхтнуфтазрацоп уэзы патухи квахцойд Анна Лагулаа Джамбуч Хапелия Апсхотелехопшра. На параде Победы в Москве была и делегация Министерства обороны Абхазии во главе с министром Владимиром Ануа. По завершению парада Владимир Ануа поделился впечатлениями. Хотел бы поздравить с таким великим праздником, с 80-летия именно с города Москвы, героя Москвы. Мы, Советский Союз, выходцы, знаем, с какой ценой была завоевана Великая Победа. Хотел бы поблагодарить всем участникам этого торжества. Мы не забываем подвиг Советского Союза, подвиг наших людей. Абхазия маленькая страна, но 55 тысяч воевала на фронтах в Отечественной войне. Из них 17,5 не вернулось. Конечно, мы бережно относимся к памяти наших героев. В составе парадного расчета кубанского казачьего войска в параде в Москве принял участие Андрей Черков, походный атаман Сухумского особого отдела кубанского казачьего войска в Республике Абхазия. Служение Родине – это глубоко укоренившаяся традиция в семье Черковых. Дедушка Андрея – капитан-участник Великой Отечественной войны. Его отец – подполковник бронетанковых войск Андрей Черков с началом специальной военной операции в 2022 году отслужил 2 контракта на Запорожском фронте. Отстаивал Васильевский плацдарм. Только что мы пришли с парада. Эмоции переполняют. И радость, и скорбь по ушедшим ветеранам, и преклонение перед великим подвигом наших дедов. Дорогие сограждане Республики Абхазия, прямо с парада, специально для вас, поздравляю всех вас с 80-летием Великой Победы. Сенсат Гелакшара, Сацерхиов, Табу. И вновь к мероприятиям, которые прошли в честь 80-летия Великой Победы в Сухуме. Стройные колонны молодых военнослужащих прошли торжественным шагом возле памятника неизвестному солдату в Сухуме. Выверенный шаг, твердый взгляд и уверенность, торжественный марш как доказательство преемственности поколений и почтения к героям войны. Смотрите репортаж Гугуцы, Вардания.
В день 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне города и села республики наполнились звуками маршей, музыкой и голосами людей, пришедших отдать дань памяти героям. Одним из самых ярких и трогательных моментов стало прохождение пеших колонн абхазских и российских военнослужащих. В торжественном марше также приняли участие представители всех силовых ведомств. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаем, товарищ министр обороны! Поздравляю вас с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Направо! На исходную шагом марш! Командует праздничным маршем полковник Беслан Мушба. Принимает торжественное шествие парадных расчетов, исполняющий обязанности министра обороны генерал-полковник Беслан Цвижба. С гордо поднятой головой, в праздничной форме, с синхронным шагом под звуки оркестра Министерства обороны они идут по набережной Диаскуров. Торжественное шествие парадных расчетов началось от памятника неизвестному солдату и протянулось по всей береговой линии. На одного линейного дистанции. Равнение направо. Шагом марш! В торжественном марше приняли участие парадные расчеты Министерства обороны, Государственной службы охраны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Высшей школы милиции МВД, Государственной миграционной службы, 7-й российской объединенной военной базы и пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия. Этот момент один из самых ярких и трогательных для тех, кто пришел посмотреть на великий праздник. По обе стороны набережной выстроились люди, ведь сегодня их внуки, правнуки и сыновья участвуют в большой юбилейной дате празднования Победы. Рядом с основной группой торжественным маршем проходят военнослужащие управления Министерства обороны и подаватель подполковник Астамур Витесили. В небе над Сухумом пролетели военные вертолеты, а в море вышли катера погрануправления ФСБ России в Абхазии. У каждого, кто пришел сюда, есть своя история героя, о котором они будут помнить, говорить и рассказывать будущим поколениям. Скажи, чья фотография у тебя в руках? Стороженко Петр Николаевич. А кто это? Это мой дед. А что ты о нем знаешь, о своем прадедушке? То, что он на войне был. Он один раз пострадал, но потом погиб. А в каких битвах он участвовал, знаешь? В 1941 и 1945 году. Ты гордишься своим прадедушкой? Да, горжусь очень сильно. Вадим пришел на праздник со своими братьями Николаем и Петром. Они очень горды своим прадедом. В честь него меня назвали. Что можешь сегодня пожелать в День Победы? Пожелаю всем мирного неба. Главное, чтобы никогда не было войны и чтобы никогда мы этого не встретили. Очень всех уважаю ветеранов и горжусь ими. И всегда пожелаю всем мирного неба и счастья. Война – это самое страшное слово на всех языках мира, но подвиги прадедов – это крылья для внуков и правнуков участников Великой Отечественной войны, делятся родственники ветеранов. Ibra dala khunira idus ala darechkun ira shepkirkhus ibra dnishna amen dshnevo zira yapcherit shedzit u priezhan sara sabdushi hala atribun ala drkhuit ira tak
Бояб дарат игвахинейгит жашук саярта делахит. Уяштах ипстазара далцы. Поздравляю всех жителей Абхазии с этим замечательным праздником 80 лет Победы. И желаю всем, конечно, мирного неба над головой. У меня воевал прадедушка в Сталинградской битве, он участвовал, и там в Волгограде есть его памятник. Как звали вашего деда? Звали заводчиков Павел. Это мой прадедушка Гаприл. Он был разведчиком, много разных подвигов совершил. Очень такой... Для меня это огромный пример того мужчины, каким надо быть. Это мои родные дяди по линии мамы. Вот, например, Николай Петрович прибавил себе года, чтобы уйти на фронт. А это старший брат уже воевал. Встретились они в Варшаве, два брата. Жители Абхазии покоятся здесь, в Гулерибском кладбище. Они вернулись с победой, дожили до 63 года, 60. Поэтому они знали, что такое война, это наша гордость. У нас еще дедушка, к сожалению, у меня портреты у брата, он сейчас в другом городе идет. Дед пропал без вести, могилы вообще нет. И мы всегда, для нас это место свято. Поздравляю всех с праздником, всем мирного неба над головой. Пускай наши дети не знают, что такое война. Всех поздравляю. Вы сегодня готовились к празднику? Да, это его первый день Победы. Посмотреть на торжественное шествие парадных расчетов пришли и гости столицы, которые приехали в Абхазию из России и других стран постсоветского пространства. Гугу Цавардания, Камила Джопуа, Инал Гвинже, Константин Парулова, Абхазское телевидение. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев направил официальное поздравление президенту Абхазии Бадри Гунба по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Юго-осетинский лидер подчеркнул важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений. Мы с глубоким почтением вспоминаем героев, проявивших мужество и самоотверженность, защищая Родину. Их подвиг навсегда останется нравственным ориентиром, говорится в тексте поздравления. Спикер парламента Лаша Ашуба поздравил жителей Абхазии и ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Народ нашей республики всегда дорожил и будет дорожить этим святым днем, который воплотил в себе великий подвиг людей в трагические годы, защитивших свою Родину. Для нас, ныне живущих, подвиг военного поколения – это эталон служения идеалам справедливости и добра. И сегодня мы должны противостоять искажению истории Великой Отечественной войны, отмечается в поздравлении Лаши Ашуба. В День Победы в Великой Отечественной войне уже стала традиционной акция «Бессмертный полк». Дети, внуки и правнуки ветеранов, неся в руках их портреты, проходят торжественным шествием, как доказательство того, что никто не забыт и ничто не забыто. В этом году в акции приняли участие более 100 активистов абхазского отделения, волонтерской роты боевого братства, молодежного движения за патриотическое воспитание молодого поколения. Перед началом шествия состоялся торжественный вынос копий Знамени Победы из Государственного музея боевой славы. С самого утра площадь наполнялась людьми разными по возрасту, судьбами и историями, но едиными в одном стремлении – помнить и уважать. Они собирались с портретами своих близких – солдат и медсестер, фронтовиков и тружеников, чьи лица словно возвращались к жизни в этот особенный день. Каждый держал в руках фотографию, черно-белый взгляд из прошлого, полный непередаваемой боли и мужества. Иногда взрослые не могли сдержать слезы, покачивая портреты, а дети робко держали их, пытаясь понять, почему эти лица для них так важны. Порою, что солдат. История Бадза Воуба трогает до глубин души. Дочь Нелли Воуба пришла в Бессмертный полк, чтобы показать всем, что подвиги ее отца не просто история из учебников, а живая память, которую она бережно хранит и передает дальше. Она с портретом своего отца, солдата, чья судьба оставалась неизвестной более 80 лет. Никто не знал, что с ним произошло в те страшные годы, когда война забрала миллионы жизней и оставила тысячи судеб в тени забвения. خويك خوشكو حانيشي سراس خوشكوران ونبجوغ أبسند قل أنا جرخوان سراي رختوس توت سيبشوتها أبستقلي دتيتي خدو بخرالا خويك خوشكو حان حان
нас джабал бит халаджит ярай сымша дыпшин лара каждый день абрид изхуцван давет акана хамаз нани фцухи шабдарги физдрамха абас халхун есымша абрид бутахослыман 82 лхут лара дыпси адуне ну всахвазачна и потратил шапача бас етала никытынды арах хайчети дахавах хайбабар қалап оресереха абасылы. Бацвоба осенью 1941 года вошел в состав маршевого батальона, который шел по специальному набору для участия в морском десанте на Феодосию. Он был в Баку и Кутаиси, где тренировали, обучали, готовили. В конце декабря 1941 года из Батума на специальных морских военных баржах его отправили в Феодосию. Далее вошел в состав Крымского фронта, находился на Керченском плацдарме до мая 1942 года. Воин попал под неожиданное наступление нацистов. Тогда погибли 280 тысяч человек и 210 тысяч попали в плен. Предварительно Бацвоба числится среди погибших. Эта история одна из миллионов, каждая из которых бесценный урок человечности и самоотверженности. Первый раз я ищу трехет, уя конверта мазам так адма царала бастреугольник нирчва. Я еще цухнилман, я еще зацукся хайс цухветха. Сколько отчаяния и любви сжато в этих кадрах, сколько судеб оборвалось на фронте и в оккупации. Но за ними остается несломленная надежда. Надежда на мир, на жизнь, на память. Надежда, которая сильнее смерти. Перед шествием состоялся торжественный вынос копии Знамени Победы из Государственного музея боевой славы имени Арзенба. На площади Свободы замкоординатора Международного корпуса бессмертного полка Денис Дементьев передал знамя внуку героя Советского Союза Варлама Алексеевича Габля Нарту Габля, который с гордостью пронес его по маршруту. Хочется поблагодарить за такую честь, нести, вот как Инал сказал, точную копию знамени, который был водружен на Рейхстаге. И вообще это такой праздник, который коснулся очень большое количество абхазских семей. Хочется пожелать мирного неба над головой. Мы с гордостью несем фотографии наших дедов. Это Габля Варлам Алексеевич, герой Советского Союза, и Габля Георгий Соломонович. Нарт сегодня достоин чести нести точную копию Знамени Победы, возглавлять бессмертный полк как внук героя. И сегодня мы, конечно же, празднуем 80-летие Победы, отмечаем этот замечательный день со всеми вместе. На мгновение тишина накрыла всех. Когда колонна тронулась, ее шаги были тяжелыми, но уверенными. Люди шли, неся в сердце любовь и бесконечную гордость за тех, кто навсегда остался героем. Этот момент напомнил: каждый портрет – это живое сердце, каждая история – это часть общей памяти. И каждая нить этой памяти связывает поколения в неразрывный круг. На Волгу шли дивизии врагов, но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный. Саншиёб века год Ардахерго так счет Севастополь. Анжамта 42-й и Сахатызхозов фотокорреспондент Дукшит Коротков. Вахен бияиштвит и портрет. Аникна бра архива аниш дродюш бахет убри, абриау ёба фархацар яйту зубрёб разведчикин. А немец шет оне айгон, а тан копижун. И ширгам герой хад бхеза. Саниски ангири зухон, шуон. Абри хясым гар, сяша замздарыш аргана халаги, сгана халаги. Эти истории участники бессмертного полка готовы пересказывать десятки раз и передавать будущим поколениям. Ведь каждый, кто сражался и погибал, верил, что его не забудут. Мой дядя, я не так давно нашла его, а через интернет. Он служил в то время, когда война началась. Это Капба Владимир Гулажевич, Ачимчевский район, село Губ. За оборону Ленинграда он погиб в 1943 году. Я уже из архива увидела, из документов, которые он присылал, что он от Украины до Ленинграда дошел. Дедушки, родной дедушка, его братья, 3 брата вышли с одного дома. И 4-й двоюродный брат, и все они не вернулись и пропали без вести. Дочь Тандел Дигович, дочь Кака Николай Дигович, дочь Лео Гедлатчевич, дочь Кутир Дигович.
Сухум утонул в море фотографий, лиц, запечатленных на портретах, которые больше никогда не увидят живое утро, не услышат смех детей и не обнимут родных. Это лица героев, ушедших навсегда, но живущих в памяти и в сердцах миллионов. Атмосфера на улице трогательная и торжественная. Люди ведут плечом к плечу, вспоминая и отдавая дань уважения своим героям. А акция «Бессмертный полк» – это не просто шествие, это живая история, которая связывает прошлое и будущее, сохраняет память о героях и учит нас ценить мир и свободу. Особенно трогательно было видеть, как маленькие дети, держась за руки взрослых, несут фотографии своих прадедов, не в силах проговорить все то, что чувствуют своим непоседливым сердцем. Эти крошечные герои нашей истории с надеждой смотрят в будущее, которое им подарили их деды и прадеды. Я держу фотографию моего дедушки, старший брат. Он участвовал в финской войне и затем попал в Великую Отечественную войну. В Великой Отечественной войне он пропал без вести. Спасибо деду за победу. Колонна бессмертного полка прошла по центральным улицам столицы до колоннады на набережной и направилась к могиле неизвестного солдата. По пути к акции продолжали присоединяться новые участники. Организаторами акции в республике выступают представительства Россотрудничества в Абхазии совместно с Государственным музеем боевой славы имени Ардзенба, посольством России в Абхазии при поддержке администрации города Сухум, Государственный комитет по делам молодежи и спорта, Абхазский государственный университет. Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить сердечно с 80-летием Великой Победы. Это наш общий великий праздник. Акция «Бессмертный полк» – это народная акция. Особенно нас радует то, что очень много молодежи и родители приводят с собой маленьких детей. Это очень знаково. А кроме того, общеизвестно, что 23 героя Советского Союза – это выходцы из Абхазии. Это очень символично, это очень знаковая дата, это наша общая победа, это наша общая совместная героическая история. Майский день наполняло трепетное и ясное ощущение. Каждый не просто нес портрет героя, а словно нежно проводил близкого, родного человека через всю набережную, крепко сжимая за руку. В этот момент казалось, что колесо истории повернулось вспять. Время замерло, напоминая всему миру о великой победе, которую мы сохранили в сердцах. Сердца били в унисон, а слезы и улыбки переплетались, напомнив память сильнее времени, а подвиг бессмертен. Шазина Ханагу, Арам Укамке, Абхазское телевидение. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин обменялись поздравлениями с 80-летием победы в Великой Отечественной войне. Глав правительств двух стран выразили убеждение, что дружба братских народов, закаленная в совместной борьбе с фашизмом, будет и впредь служить надежной основой для укрепления стратегического партнерства и союзничества. Официальный представитель МИД Абхазии в ФРГ Хибла Амичева вместе с представителями диаспоры Берлина приняла участие в возложении венков от имени Республики Абхазия и торжественном приеме в посольстве России в Германии. Затем состоялся праздничный концерт, где также прозвучала созданная Хиблой Амичева композиция «Летящий вальс Победы». Поздравляем всех, прежде всего ветеранов, с этим великим днем. Желаем всем мира, процветания нашей любимой Абхазии. Передаем сердечные поздравления из Берлина. В городе Гал впервые состоялся масштабный парад Победы, в котором приняли участие приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны жители района, военнослужащие, работники администрации города, представители трудовых коллективов и молодежь. Также здесь состоялась акция «Бессмертный полк», а на центральной площади города были развернуты тематические выставки, организованные школами района. Праздничные мероприятия завершились концертом и народными гуляниями. Гунда Шоу расскажет, как все прошло. Город Гал основательно подготовился к празднованию Дня Великой Победы, представив обширную программу мероприятия, призванную почтить память героев и укрепить патриотический дух горожан. Впервые в истории города с размахом прошел парад Победы и акции «Бессмертный полк», собравшие большое количество жителей и гостей города.
Торжества начались с возложения цветов к мемориалу павшим воинам, где минутой молчания почтили память героев Великой Отечественной войны. Был парад, прошли все 19 школ, прошла таможенная служба, погрануправление ФСБ создало коробку, увидели 2 БТРа, выделили, наша милиция, УВД, все службы администрации, все сегодня прошли коробками в честь 9 мая. Это впервые происходит в районе, в городе, и людям это доставило удовольствие. 9 мая – это особенный день в жизни вообще и нашей страны, да и вообще в мире. Это день, когда произошла победа над фашизмом. У меня у самого погиб родной дядя, Ацан Арсен Пиля, был танкистом и погиб под Ригой, и Сава поселок, и похоронен там по братской могиле. Нужно сделать все, чтобы никогда фашизм больше не повторился. А тем, кто ушел, вечная память и низкий поклон. Парад Победы стал ключевым моментом праздничных мероприятий. В нем приняли участие военнослужащие, ветераны, представители администрации города и сел района, трудовые коллективы и молодежь. Четкий строй и военная техника, представленные на параде, вызывали чувство гордости и уважения к защитникам Отечества. Акция «Бессмертный полк» объединила горожан всех возрастов. С портретами своих дедов и прадедов, воевавших за свободу, они прошли по центральной улице Гала, отдавая дань памяти и уважения подвигу. Шествие стало символом нерушимой связи поколений и вечной благодарности героям. Течет река бессмертного полка, чтоб не спасет. К сожалению, в районе не осталось живых ветеранов Великой Отечественной войны, но есть приравненные к ветеранам. Это труженики тыла, узники концлагерей и члены семей погибших военнослужащих. Приравненные к ветеранам жители района получают социальную поддержку от государства и местных властей. Их в районе 5. Все они приняли участие в мероприятии, были в центре внимания, ведь именно они являются живыми свидетелями тех страшных событий и хранителями исторической памяти. Я никогда не забуду этих людей. Если бы не было их, не было бы и нас. 45-45 всегда будем помнить. И самое главное, чтобы это не повторилось никогда. Пусть над нами, над всеми будет мирное небо. Когда будет мирное небо, все будет на свете хорошо. Вся Абхазия поздравляю, и в России поздравляю. Это большой день. В течение дня на центральной площади города работали тематические выставки, организованные школами района, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Юные художники отразили свое восприятие темы войны и мира, подчеркнув важность сохранения исторической памяти и бережного отношения к истории своей страны. Работы выполнены в различной технике и стилях, но объединяет их общий посыл – благодарность героям прошлого и осознание ответственности будущих поколений перед историей. На фотографии моя бабушка, ее зовут Буннова Анна. Она воевала на Великой Отечественной войне и родом из Курганской области. Мой прадедушка воевал на Великой Отечественной войне. Это его орден за Великую Отечественную. Это 2 медали за 40 и за 60 лет после войны. Все медали боевые. Мой прадед воевал в Отечественной войне, Валерий Булискария. Он был дважды герой войны, был награжден много разными медалями, и я им очень сильно горжусь. Праздничные мероприятия завершились концертом и народными гуляниями. День Победы в городе Гал стал ярким событием, укрепившим патриотический дух и напомнившим о важности сохранения исторической памяти. Праздник продемонстрировал единство народа и его стремление к миру. Кундашова, Аля Самичпа, Абхазское телевидение. В городе Героя Гудаута памятные мероприятия начались с церемонии возложения цветов. Следует отметить, что памятник героям Великой Отечественной войны был отреставрирован в рамках президентских грантов России. Здесь также прошла акция «Бессмертный полк». Жители района и школьники прошли по городу с фотографиями 2000 бойцов, принимавших участие в той страшной войне. Около 7000 человек из Гудаутского района сражались на фронтах Второй мировой, 2300 из них не вернулись домой.
В Очамчире 80-й день победы в Великой Отечественной войне начался с праздничного шествия бессмертного полка. По улицам с портретами близких погибших в войне прошли школьники и жители города. Возглавляли колонну представители администрации Очамчирского района. У памятника погибшим в Великой Отечественной войне состоялась церемония возложения цветов. С поздравлением выступили глава администрации Очамчирского района Алхас Кация, председатель Совета старейшин района Юрий Лагула, военный комиссар Дмитрий Ласурия, командир российского дивизиона ПСК Станислав Коваль и заместитель командира тактической группы по военно-политической работе ВМФ России Максим Косякин. На центральной площади состоялся праздничный концерт, а все желающие могли отведать военно-полевую кухню. История Великой Отечественной войны до сих пор хранит множество тайн и загадок, и судьбы тысяч бойцов остаются неизвестными. На территории Рицинского реликтового парка есть захоронение времен войны. Здесь же установлен небольшой обелиск, который со временем совсем обветшал. Существуют разные версии того, кто же захоронен в этой могиле, но это только догадки. Руководством парка в преддверии Дня Великой Победы было принято решение привести памятник в порядок, а также попробовать выяснить о судьбе похороненных здесь людей. Репортаж наших коллег из Гудаута ТВ. «Не забыт и ничто не забыто». Это знаменитая фраза поэтессы Ольги Бергольц как никогда была актуальна в минувший четверг 8 мая на 34-м километре Ритинского шоссе, где у обелиска памяти защитникам Отечества в преддверии Великого Дня Победы сотрудники Ритинского реликтового национального парка пришли возложить цветы и отдать дань памяти воинам, отдавшим жизнь за свою родину. Документальная история памятника затерялась во времени, и нет никаких достоверных источников, кто и за какой именно подвиг тут захоронен. Однако, по словам директора парка Адама Рабагателя, это не повод не чтить своих героев. К 70-летию Победы, это ровно 10 лет назад, этот памятник был отреставрирован прошлым руководством парка. И именно так масштабно это было сделано. Естественно, к круглой дате 80-летию мы этот вопрос взяли, поставили на повестку дня. В конце концов, тут люди похоронены, советские солдаты. Это идея. Вот как она зародилась. А что касается самого памятника и истории этого всего, как я и выше говорил, нет никаких официальных данных архивных. Но по рассказам очевидцев информация дошла из поколения в поколение вот до нас. Вот что мы знаем по рассказам очевидцев. Здесь была создана база красноармейцев. Прям солдатская казарма стояла здесь. Как вы знаете, как мы все знаем, в 1942 году гитлеровские войска, горнострелковая дивизия под названием Эдельвейс вышла на Псху. Естественно, советская армия не могла это не отреагировать. Все силы были брошены туда. Целью, как мы знаем, у гитлеровцев был выход на Черное море. Слава богу, эта операция не состоялась, было большое сопротивление. И вот, это одна из версий. Все люди, которые, солдаты, красноармейцы, которые погибли там, это подошла зима, трупов не могли находить в зимний период под снегом. Есть версия, что после операции весной, летом, все они их доставали, привозили, хоронили здесь. И все решения принимались вот на этой базе. В тот период единственной и основной дорогой по обеспечению фронта была вот эта дорога. Это и продукты питания, и снаряжение, и боеприпасы и так далее. Вот что мы знаем. И еще второй вариант. Да, что мы слышим. После войны начала строиться дача Сталинская. И дорога к нему. Вот дочь одного из водителей, прям сегодня я с ней общался, полуторки тогда ходили, вот эти машины. Вот с его слов машина ушла
на Чапгарском карнизе. В народе называют его «Прощай, Родина». Авария произошла, машина опрокинулась, она вместе с людьми ушла в обрыв. И они были вызволены оттуда и похоронены здесь. Собрав весь имеющийся, к сожалению, скудный запас информации, заведующий отделом по науке и экологическому просвещению Ритинского реликтового национального парка, доцент, кандидат географических наук Таня Инга Васильевна рассказала о своей точке зрения по истории возникновения этого памятника. Я ссылаюсь на данные, которые опубликованы военным историком Пачуля Валико Меджитовича. В его книге можно найти, значит, историческое описание и защиты Санчарского перевала, а именно здесь, через территорию Рицы и этой трассы проходил один из основных путей защитников Санчарского перевала. В связи с наступательными движениями фашистских войск на Кавказ были подготовлены специализированные войска под командованием генерала Ланса, группы Эдельвейс. Эта группа спустилась к селу Псху и захватила хутор Санчара. В связи с этим через Рицинское направление отправляется группа курсантов военного училища Тбилисского на 24 полуторках, которые доехали до озера Рицы, и позже они пешком поднялись на перевал Пыв. Далее они, значит, вступили в бой, но из-за неравных сил отступили. Уже перед советскими войсками была на тот момент поставлена задача освободить 3 захваченных перевала. Это Санчарский, Марухский и Клухорский. И невероятными усилиями бойцами советской армии и жителями Абхазии были совершен героический подвиг по освобождению этих перевалов. Естественно, в ходе этих боевых действий были значительные потери. Погибших не могли сразу вывести, но часть людей, которые были ранены, потихонечку спускали и вывозили. Медсанчасти на ближайшем пути только находились в городе Гагры. И люди, которые погибали на этом пути, их здесь захоронили. Позже второй обелиск, который мы видим, имеются захоронения. Это люди, которые участвовали в строительстве, которые охраняли непосредственно эту дорогу в 47-48 годах. Строили дорогу, она была очень важной на тот момент, так как здесь размещалась государственная дача. Огромная некогда страна защищала свои границы на необъятных рубежах. Многие подвиги и даже памятники затеряны во времени. Однако, благодаря таким неравнодушным людям, как сотрудники нашего Ритинского парка, память о тех днях еще долго будет храниться в сердцах живых. Хочу поздравить весь народ Абхазии, как я и говорил выше, ценой жизни 27 миллионов мы получили победу, свободу. И тут очень важно подчеркнуть взаимосвязь времен. Наш народ прошел то же самое в 92-93 годах. Это те же люди, те же наши братья, друзья с Северного Кавказа, вся Россия и так далее. Вот это очень важно, взаимосвязь времен, на мой взгляд. Не забывать, помнить и этих, и тех. Все они наши друзья, братья, тогдашние матеря, что сейчас матеря, погибло 27, а страдающих сколько матерей, сколько родителей. Вот это все надо помнить. Я поздравляю весь народ Абхазии с величайшим праздником, Днем Победы. Успеха нам, удачи нам всем, мирного неба, душевного спокойствия
и здоровья. Астамурайба, Дамиргонджа, Гудутское районное телевидение. Традиционный велопробег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел на набережной столицы. Мероприятие проводится в Федерации велоспорта республики уже много лет подряд, но на этот раз оно собрало в 2 раза больше участников. В этом году акция приобрела особое значение в связи с юбилейной датой. Велопробег – это не просто спортивное мероприятие, это дань памяти и уважения героям, отстоявшим свою родину в борьбе с фашизмом. Акция объединяет жителей, способствует воспитанию патриотизма молодежи и сохранению исторической памяти. Больше 10 раз мы уже проводим велопробеги. Раньше мы были участниками, так же, как и дети, ездили. И сейчас у нас новый маршрут в этом году. Обычно мы ездили более длинный. В этом году поедем к восстановленному памятнику в Мирхиузской школе. Маечки мы раздавали, собственно, как и на мне. У нас там сзади тоже надпись о том, что 80 лет Победы, уже круглая дата. Возрастных ограничений нет. У нас самые маленькие участники были даже меньше 5 лет. Были даже такие, которые в коляске. Есть такие коляски, которые пристегиваются к велосипеду, и родители прям везли совсем маленьких детей. И также совсем возрастные люди, там почти под 80. Прекрасные эмоции, готовы ехать, крутить педали под горячим нашим абхазским солнышком. Очень рада, что мы дружны, и надеюсь, что будут велопробеги не только на 9 мая, но и как можно чаще. Таким образом мы не только вспоминаем наших предков, но победивших этого злого врага, который хотел нашу страну уничтожить. Мы таким образом развиваем велодвижение в Абхазии. И в завершении выпуска о погоде. 10 и 11 мая в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу без осадков. В ночь субботы на воскресенье дождь разной интенсивности, гроза. Температура воздуха ночью 11-16, днем 18-23 градуса. Температура морской воды 15 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.